Предок Боронбай. Когда-то на казахской земле мудрецы открывали очаги культуры, обучали людей ремеслам, развивали торговлю, занимались скотоводством, охотой и свято чтили 7 сокровищ своего народа. Говорят, отец Боронбая жил в период, когда строго соблюдались законы Жеті жарга с их справедливостью и незыблемостью. Отец Боронбаева был обеспеченным человеком, искусным мастером, занимался выделкой войлок и собрал вокруг себя поселение из 15 хозяйств. Это было время начала XVIII века. Лето еще не закончилось, а ветер уже часто дул, поднимая песок в воздух, создавая невыносимые условия для людей и скота. Люди предполагали, что предстоящая зима будет суровой, и охотно покупали изделия из войлока. Так и вышло. Зима была снежной и бурной. Несмотря на трудности, отец Боронбая устроил скромное торжество по случаю рождения сына. Старейшины провели обряд и дали младенцу имя Боронбай, желая, чтобы он стал богатым и удачливым, как буря, по-казахски буран. Боронбай родился у реки Иртыш, на ее живописном берегу, с одной стороны песчаная степь, а с другой стороны леса стальника. Однако этот год оказался трудным. После рождения младшего сына жена главы семьи умерла, так и не восстановив силы. На 40-й день после рождения ребенка скончался и хан, обеспечивавший долгие годы мир в казахской степи. Отец пригласил знахарку с Алтая, чтобы вылечить супругу, но та прибыла уже после ее смерти. Она потом осталась в семье с дочерью и взяла на себя заботу о младенце. Так Боронбай воспитывался под присмотром молочной матери. Когда он подрос, то стал помогать отцу в изготовлении войлочных изделий и освоил это мастерство до тонкости. Став взрослым, он по совету отца решил расширить свои знания и переехал ближе к школе мастеров на Алтае, чтобы изучать деревообработку. Там он женился, обзавелся детьми. В это время в степи начались беспокойства. Джунгарские набеги участились, села подвергались грабежам. Казахская степь больше не могла удерживать свое прежнее величие. Усилились конфликты между местными султанами и притязателями на власть. Междоусобицы, борьба за трон и раскол между родами, племенами и жузами разрушали единство. В стране вновь разгорелась междоусобица, почти забытые к тому времени. За власть в регионе боролись влиятельные родовые лидеры, появились мелкие ханы внутри каждого жуза. Отряды султанов вдоль Иртыша собирали вооруженных мужчин, вооружали их, чтобы пополнить свои войска. Многие из них так и не вернулись домой. Со временем Боронбай вернулся в родные места, его отец распределил скот между детьми и, состарившись, остался жить у Боронбая вместе с несколькими старинными помощниками. Чтобы сохранить хозяйство, Боронбай со своей семьей переселился в восточной песчаной степи. Здесь они начали разводить верблюдов, из их шерсти изготавливали одеяла, подушки, войлочные ковры. Боронбай, как мастер по дереву, изготавливал части юрт, каркасы, купола, дверные створки, пороги и другие элементы. Эти изделия он продавал в восточных рынках, обменивался. В песчаных степях он создал небольшие мастерские для каждой семьи. Используя дерево с берегов Иртыша, он собрал артели мастеров, торговал своими изделиями среди кочевых народов. У него было пятеро сыновей – Алтай, Қошшыбай, Қырықбай, Керей и Ахмет. Боронбай пересадил с берегов Иртыша 5 тополей в песчаную местность, где они прижились. Он много путешествовал по разным местам, воспитывал детей и прожил достойную жизнь.